В продолжении темы. В День воинской славы глава республики Егор Борисов встретился с жительницей блокадного Ленинграда Лилией Мустафиной. Осажденный город глазами пятилетнего ребенка в материале Афанасия Николаева. Она выросла в ленинградскую блокаду. Для пятилетней Лили Лукка осада города на Неве началась с ранения мамы случайным осколком бомбы. Осенью 41-го ушел на фронт, и так никогда и не вернулся отец. Вскоре начался голод. Первое время семье Лукка очень помогла коза, подаренная отступающими красноармейцами. Гражданочки, говорит, тут ходит коза ничейная. Может, возьмете? А тетя говорит: возьми, Лиля-то маленькая, привыкла к молоку. И мама взяла козу. И вот эта коза нас тоже спасла. Но вскоре и ее пришлось забить. Остался только легендарный ленинградский хлеб. Лилия Андреевна помнит, как до конца не оправившаяся от раны мама делила минимальную пайку хлеба на 3 части. Вот сестра ходила за хлебом рано утром. Она вставала, шла в очередь, потому что мама еще плохо себя чувствовала. И вот приносили этот кусочек хлеба, который делили мы на 3 части. На исходе первой зимы семью Лукка эвакуировали из осажденного города. Ранним утром по льду Ладожского озера под артиллерийским огнем и среди полыней от разорвавшихся снарядов шли полуторки с ленинградцами. Поэтому вот многие машины, некоторые машины, они, эти были воронки, видимо, от бомб, да, уходили под лед вместе с народом. И перед нами тоже, эта мама вот говорит, что ушла машина под лед. И все тут схватили своих детей. Сестра за нами там сидела, а я у нее на коленях сидела. Семью Лукка эвакуировали в Якутию. Здесь они встретили победу. У Лилии Андреевны появились дети и внуки. В годовщину прорыва осады к блокаднице пришел особый гость. Здравствуйте. Лилия Андреевна, добрый день. Проходите, пожалуйста. Очень рады вас видеть. За многолетний плодотворный труд Егор Афанасьевич лично вручил Лилии Андреевне знак «Гражданская доблесть». Лилия Андреевна и Егор Афанасьевич долго разговаривали. Причем не о политике или каких-то социальных вопросах, а о безгалстуках, о родителях, детях и внуках, о нашей победе. В конце беседы блокадница, которая помнит вражеские самолеты над нашими городами, артобстрелы и вой сирен, говорит свое единственное и самое главное пожелание – лишь бы не было войны. Я сейчас с такой болью смотрю события эти на Украине. Это вот старики, дети, как страдают. Это же вот остается все в памяти. Я даже не думала, что вот у меня все вот это вот внутри-то есть. Афанасий Николаев, Вадим Конкевич и Егор Никифоров. НВК «Саха», Якутск.